Еще в начале Отечественной войны народа Абхазии в том, чью сторону примет армянская община Абхазии, никто не сомневался. Армяне, жившие в Абхазии, сделали свой выбор без колебаний. Грузинские гвардейцы начали карательные операции против негрузинского, в том числе и армянского населения республики. На срочно созванном заседании руководства Гагарской общины Маштоц было принято решение о создании военного формирования мотострелкового батальона имени маршала Советского Союза Ивана Баграмяна. Батальон был создан 9 февраля 1993 года. Мероприятия, посвященные 25-летию со дня создания батальона имени Баграмяна, начались с возложения венков к могиле первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба. Ветераны войны возложили цветы и почтили память погибших в парке Славы в Сухуме. Затем в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие президент республики Рауль Хаджимба, ветераны войны, общественность. Армянский мотострелковый батальон имени Баграмяна в большей части состоял из армян-амшенцев, но в его состав также входили абхазы и кабардинцы. Первый бой, в котором принимала участие сводная рота батальона под командованием Левона Дощана, состоялся 15-16 марта 1993 года во время второго штурма Сухума. Затем батальон, численность которого к тому времени превысила 350 человек, был переброшен в Кадорское ущелье, где в его задачу входила защита армянских сел. Значимый вклад армянских бойцов в борьбе за свободу и независимость Абхазии отметил в своем выступлении президент республики Рауль Хаджимба. После мартовской операции армянский батальон сформировался как отдельное подразделение вооруженных сил Абхазии. Первым командиром стал кавалер ордена Леона Вагаршак Касян. Батальон не был чисто армянским. В его состав входили также абхазы, русские, кабардинцы, представители других национальностей. И не все из воевавших армян состояли в этом подразделении. Много амшенцев воевало в других батальонах, как на Гумнистинском, так и на Восточном фронтах, где доблестно сражался экипаж легендарного танка «Тигр». Баграмянцы принимали самое активное участие в июльской и сентябрьской наступательных операциях вооруженных сил Абхазии. Совместно с другими подразделениями батальон освобождал нашу столицу, город Сухум. Дошел до пограничной реки Ингу. Героическая история подразделений не закончилась после победы над агрессором. В конце октября 1993 года Владислав Арзенба отдал приказ об освобождении Кадорского ущелья. Важная роль в выполнении задачи главнокомандующего отводилась и батальону имени Баграмяна. В последующем бойцам подразделения еще не раз приходилось вступать в бои. Каждый раз, когда Абхазии угрожало новое вторжение со стороны Грузии, личный состав армянского батальона собирался вместе. Армянская община внесла весомый вклад в борьбу за независимость Республики Абхазия. Нашему многонациональному народу есть чем гордиться. Сегодня мы можем твердо заявить, что никому не позволим расшатать наше единство, потому что это являлось и является залогом наших побед. Все лучшее из прошлого мы обязательно должны взять в будущее. Это будет наше общее будущее в независимой, суверенной и процветающей Абхазии. От всей души поздравляю бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, всех ветеранов войны, каждого гражданина страны с 25-летием создания подразделения, с честью выполнившего священный долг по защите Отечества. 2 июля 1993 года абхазское командование разработало план поэтапного штурма столицы, взятие важных стратегических высот на восточном берегу реки Гумиста. Армянский батальон имени Баграмяна в этом сражении прославился штурмом почти неприступной высоты горы Цугуровка. Галус Трапезанян, бывший командир 3-й роты армянского батальона, потерял в этом сражении ногу, но до конца, даже лежа на носилках, продолжал руководить боем. Многие бойцы батальона проявляли во время войны чудеса храбрости. Как отметил герой Абхазии, политический лидер армянской общины республики в период войны Альберт Тополян, армяне Абхазии считали и считают Абхазию своей родиной, а ее защиту своим священным долгом. Где бы ты ни жил, ты должен кровью доказать
минуты трудную, верность той стране, где ты живешь. И мы верны этому завету раз и навсегда. И мы хотели бы вот это привносить в школы армянские, чтобы знали, кто мы, откуда мы, куда попали, кому обязаны, друзей и врагов. Не любя свою родину историческую, нельзя любить ни одну родину, где бы ты ни жил. Битва за Цугуровку помогла абхазам окончательно утвердить контроль над ключевой высотой горой Ахбюк. В конце сентября 1993 года батальон Баграмяна вышел к зданию Совмина, ставшему символом власти над столицей. В боевых действиях приняли участие около 1000 представителей армянской общины Абхазии. 20 армян получили высшую воинскую награду – звание Героя Абхазии. Больше 200 погибли во время войны. Армянская община внесла весомый вклад в борьбу за независимость Республики Абхазия. Армянам, живущим в Абхазии, есть что вспомнить и есть чем гордиться. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение.